Арсений Клинов финишировал 3:03:34 первый результат. Максим Олейник второй, 1:04:80. Клинов из Москвы, Олейник из Ростова-на-Дону. Ну и у нас есть возможность, друзья, очередное интервью от моего коллеги. Прошу любить и жаловать звездного гостя. Егор Косолапкин здесь квалифицирует соответственно результаты остальных участников на табло официальное. Второй заплыв. Поляева Настя рядом со мной, 200 метров на спине она выиграла, и Настя просто молодец, потому что вот человек. Да нет, в общем-то, давай, да, и руку еще раз пожмем. И вот Москва. Москва представлена в Казани, замечательно. Настя, как сама вообще оценишь свое плавание сегодня? Ну, я выполнила сегодня свой результат. Это самый лучший результат. Ну, плылось, относительно хорошо. Но вода тяжелая. А вот кто-то говорит, что вода показалась легкой. Это вот от чего зависит это ощущение? Я даже не знаю. А тебя можно назвать спортивным болельщиком? Нравятся тебе какие-то виды спорта, кроме плавания? Ну, мне кроме плавания больше ничего не нравится особо. Даже футбол? Да. А кем бы ты хотела быть, ну вот если бы не плавание в твоей жизни? Ну, в детстве я мечтала стать архитектором. Так, ну еще не поздно. Ну, я надеюсь, у меня все получится. Или ты хочешь стать архитектором своих плавательных побед? Наверное, архитектором своих плавательных побед. Архитектор плавательных побед из города Москва. Настенька. Итак, друзья, дистанция 200 метров на спине продолжается. 4 заплыва. Сейчас идет второй. Лидирует по четвертой дорожке Игорь Харитонов с результатом промежуточным 1:23:61. Харитонов выступает за Якутск. Опять-таки бассейн Чолбон. Тот самый, о котором мы регулярно говорим. Но давайте сейчас с Владимиром Предкиным, с одним из руководителей турнира, призером Олимпийских игр, продолжим тему развития этих международных прекрасных детских соревнований. Какие плюсы вы видите? Уже третий сезон завершается. Может быть, какие минусы? Что будет дальше, Владимир? Ну, в самом начале репортажа, как я уже говорил, если смотреть на эволюцию турнира, как это все начиналось, буквально с 300 человек, и достаточно тяжело он проходил. Если кто участвовал в первых, кто помнит, это было в открытом бассейне в Анапе, там не получилось. К сожалению, с погодой очень не повезло, хотя шикарное место. И Анапа также изъявила желание вплоть до того, что построить собственно еще один 50-метровый бассейн у себя в Анапе. Да, это именно так. Если брать географию развития, изъявили желание проводить Medwave Challenge практически все скандинавские страны. Изъявили желание и уже проводят прибалтийские страны. У нас проходит турнир в Таллине, который внесен уже в финновский турнир. Проводится в Финляндии 2 этапа. И также разговоры ведутся о Малайзии, о Филиппинах, о Германии. И совсем недавно есть перспективы развития вплоть до проведения в Америке одного из этапов Medwave Challenge. Точно так же он уже шагнул дальше. Есть желание у нескольких компаний, чтобы это стал как турнир Мастерс. Ну, тоже, опять же, Medwave Challenge. В общем, как лесной пожар, все это развивается. Это не может не радовать. Все гости, которые приезжают приглашенные и хотят посмотреть по организации, говорят, лучшего турнира мы не видели. Вот посмотрите сейчас, да, это спортсмен из Якутска Игорь Харитонов, который победил
с результатом 2 минуты 49 секунд и 73 сотых, но без команды арбитров. Он не имеет права покинуть бассейн сейчас до того момента, пока не стартуют участники следующего заплыва. Вот мы видим Игорь Харитонов, уроженец Республики Саха-Якутия, 2:49:73. Да, и пользуясь случаем, хотелось бы пригласить, ну как, потенциальных спонсоров, что ли, привлечению и пропаганде плавания, именно детского плавания, да, это достаточно, на наш взгляд, почетная миссия на сегодняшний момент. Третий заплыв. Очень хороший вид спорта и очень достойный продукт, который сейчас создан, который набирает популярность.